Дорогие друзья, сейчас Минздрав прислал какое-то пояснение по поводу того, почему лежавших в обсервации кыргызстанцев, которые прибыли из Соль-Илецка, отпустили под домашний карантин. Какие-то очень нелепые объяснения, я вам ссылочку скину, я не совсем понял, в чем там суть. Суть в том, что якобы ПЦР-анализы повторные у них вышли отрицательными, но должны были прождать 14 дней, потом какая-то экспертная комиссия должна была вынести заключение, но они оказались якобы нетерпеливыми, и из-за этого их отпустили под домашний карантин. Уважаемый штаб, уважаемый Минздрав, уважаемое правительство, у меня один вопрос, первый вопрос. Мы живем в правовом государстве или в каком? Если по закону они должны лежать 14 дней обсервации, почему вы не заставляете их соблюдать этот закон? Почему, если они камнями закидывают медиков, устраивают бунт, вы идете на поводу и их отпускаете? В то время как весь город, вся республика законопослушно сидит на этом карантине. Мы 2 месяца просидели без работы, без заработка. Многие граждане остались без последнего куска хлеба, лишь бы удержать этот смертельный вирус. Наши дети буквально на стенку лезут в квартирах, но соблюдают этот карантин. К чему были все эти жертвы, если вы просто какую-то кучку людей, которые там какое-то свое недовольство высказали, не можете удержать в обсервации и отпустили их домой? Отпустили под домашний карантин. Первый раз мы точно так получили первую волну эпидемии, когда, не проверив часть прибывших из-за рубежа кыргызстанцев, непроверенные кыргызстанцы заразили других, и от этого мы получили первую волну эпидемии. Теперь нам что, ждать вторую волну? Получается, что все наши потуги, все наше терпение, все наша дисциплина, все усилия врачей, милиционеров, штабов, огромной армии кыргызстанцев по соблюдению карантина оказались просто напрасны. Почему так глупо и так необдуманно все это было сделано? Я просто в шоке. Я просто не могу найти нужные слова, чтобы дать самому себе какое-то объяснение. И еще, на очереди у нас ожидается еще больше и больше прибытия мигрантов, которые увидят это. И этот созданный прецедент, очень нехороший созданный прецедент, даст им возможность тоже, получается, избегать обсервации, избегать каких-то дополнительных ограничительных мер и свободно проникать в страну. Тогда мы все, получается, в опасности. Поэтому я прошу и обращаюсь к вам. Нужно установить закон, нужно установить железный порядок. Только железной дисциплиной мы сможем удержать этот вирус. По большому счету, из-за того, что мы одни из первых ввели карантин и жесткие ограничительные меры, мы сумели каким-то образом удержать вирус. Но все, что мы накопили по ложечке, расплескивать за раз, это очень глупо. Поэтому я прошу еще раз принять к тем, кого вы отпустили домой, очень жесткие меры. Желательно вернуть их в обсервацию, провести разъяснительные работы, подключить СМИ, подключить психологов. Я понимаю, они тоже раздражены, устали, наверное, проделали непростой, нелегкий путь, но тем не менее это не снимает с них ответственности. А ответственность выражается в нашем здоровье, в здоровье всех кыргызстанцев, всех, кто живет на нашей родине. Поэтому я очень надеюсь, что вы эту ошибку исправите, вы покажете, что в стране есть закон, что есть медицинские нормы, и самое главное, что есть железная рука, с помощью которого мы наведем порядок. Все мы законопослушные граждане, слушаем закону, идем, преклоняемся перед законом не потому, чтобы кто-то из нас был ниже, а кто-то был выше, а потому что мы понимаем, что порядок в обществе можно удержать только посредством закона. Поэтому я призываю руководство штаба, руководство Минздрава, руководство правительства проявить мудрость, признать эту ошибку и принять меры по отношению к людям, которые своими бунтарскими действиями сумели сегодня освободиться, и по закону, чтобы они провели все положенные дни в обсервации,
получили все заключения экспертной комиссии, прошли все ПЦР-анализы, и после этого welcome, добро пожаловать в Кыргызстан, никаких проблем нет. И к последующим, ко всем прибывающим мигрантам тоже применить подобную же процедуру.